Здравствуйте! В прошлых выпусках мы с вами определили победителей среди губок для мытья посуды. Я на личном опыте убедилась, что самой удобной, экологичной и не менее важно дешевой оказалась джутовая губка. Сегодня мы с вами свяжем ее своими руками. Почему я вам предлагаю самим ее связать? Потому что ее цена в таком случае уменьшается втрое. Если обычная джутовая губка в магазинах стоит порядка 100 рублей, то стоимость связанной своими руками уменьшается в разы. Вот моток джутовой нитки, я ее купила в Галамарте за 70 рублей. Из одного мотка выходит 3 средние губки для мытья посуды. В итоге цена одной получается порядка 24 рублей. Согласитесь, выгодно. Но дело даже не в выгоде. Мы с вами учимся сокращать отходы. Так вот, вместо тоннами уходящих на полигоны поролоновых губок мы начинаем пользоваться натуральным изделием. А забегая вперед, вам скажу, если досмотрите программу до конца, поучаствуйте со мной в эксперименте. А пока хочу отметить, что джутовая губка абсолютно натуральное изделие из природных материалов. Даже если каким-то образом она окажется на полигоне, то не принесет никакого вреда, так как она стопроцентно разлагается в земле. И служит джутовая губка достаточно долго. В моем случае более 3 месяцев. И это еще не все. Одним из плюсов джутовая губка не задерживает бактерии. Напомню, что на площади 1 сантиметра использованной поролоновой губки специалисты обнаружили 50 миллиардов бактерий, с чем многие из нас моют посуду, наивно полагая, что она чистая. А дети? Мы этими бактериями можем ведь накормить и наших детей. Пока я с вами беседовала, моя губка готова. В комментариях делитесь своими фотографиями. Интересно посмотреть, что у вас получилось. Ну а сейчас мы с вами запустим эксперимент. У меня есть использованная джутовая губка. Сегодня я ее помещаю в землю. Будем считать, что наша губка вдруг оказалась на полигоне, на улице, в огороде и так далее. Цель эксперимента – посмотреть, сколько времени и как будет разлагаться джутовая губка для мытья посуды. Мы ее оставим тут, я буду поливать землю, чтобы создать уличные условия. Чуть позже мы с вами вернемся к нашему эксперименту. Посмотрим, что происходит, а вы следите за выпусками. Пользуйтесь натуральными изделиями, которые не наносят вреда нашей экологии. Сокращайте отходы, не покупайте товары впрок. Ведь чем меньше отходов мы производим, тем чище будут воздух и почва.